Россия использует Интерпол для преследования политических противников в странах Европейского Союза. Германия и другие страны Европейского Союза начали массово выдавать граждан Чеченской Республики Ичкерия и других противников преступного путинского режима, некоторым из которых грозят пытки и смерть в застенках концлагерей России. Чаще всего людей задерживают по запросу Российской Федерации по линии Интерпол. Война между Россией и Чеченской Республикой Ичкерия завершилась лишь на экранах российского телевидения. На самом деле остаются неразрешенными множество проблем. Пользуясь этим, Российская Федерация злоупотребляет механизмом красных уведомлений Интерпола, объявления в международный розыск лиц, с преимущественно политическими целями и для осуществления допросов и преследования своих политических оппонентов, чему есть сотни доказательств. Надуманное преследование неугодных путинскому режиму по линии Интерпол давно перестало быть проблемой лишь чеченцев, хотя большая часть преследуемых Россией являются до сих пор именно чеченцы. Одним из громких дел в 2003 году являлось преследование председателя правительства Чеченской Республики Ичкерия в экзиле Ахмеда Закаева. Судья отверг все пункты обвинения в отношении Закаева, выдвинутые Россией. Мотивируя вынесение оправдательного вердикта, судья Тимоти Уоркмен сказал следующее: «Я пришел к выводу, что будет несправедливо вернуть его в Россию. Россия добивается выдачи для преследования Закаева за его политические позиции». Недавно широкую огласку получило дело американского финансиста Уильяма Браудера, долгое время проработавшего в Российской Федерации. России удалось внести Браудера в базу Интерпола по отработанной на чеченцах методике в одностороннем порядке, благодаря процедуре Diffusion, рассылки напрямую странам-членам организации. Позже Интерпол убрал имя Браудера из списка разыскиваемых. А что делать тем, кто не имеет таких ресурсов, как господин Браудер? Для пресечения преступной практики России по использованию в качестве инструмента преследования неугодных посредством Интерпол Сенат США внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий ограничение прав Российской Федерации на использование механизма объявления в международный розыск и вводит новый пакет санкций против России. По разным оценкам, десятки людей уже задержаны в разных городах ФРГ. Некоторые уже выданы России, процесс выдачи продолжается. Позорной практикой депортации беженцев в России занимаются почти все страны ЕС. 26 июля 2018 года Словакия выдала на пытки и смерть в России ингушского беженца Аслана Яндиева, который находился более 8 лет в заключении и страдал тяжелыми формами заболевания. В тот день на американское радио «Свобода» вышли новости, в которых показали, как в оккупированной Ичкерии проходит подготовка к судилищу над 60-летним руководителем правозащитной организации «Мемориал» Аюбом Тетиевым, которому полицейские подкинули наркотики. Случай, который получил широкую огласку, а все международные организации однозначно осудили фабрикацию уголовного дела и потребовали освободить Аюба Тетиева. Следом радио «Свобода» показало сюжет на канале YouTube, как обессиленный и худой Яндиев в цепях и наручниках депортируется в руки карателей из России. О каких правах человека и законности в России может идти речь для простого человека, если известный на весь мир правозащитник оказывается за решеткой по сфабрикованному делу? Год назад в Германии была попытка выдать на смерть критика путинского режима Минкаила Малезаева вместе с семьей, только лишь на основании кляуз со стороны России. Широкий резонанс, внимание прессы и правозащитников остановило выдачу тяжело больного Минкаила Малезаева, но супруга и трое детей все же были выданы и находятся в качестве заложников у путинского режима в Чечении. А на следующий день путинские пропагандисты под видом журналистов прямо в своей квартире в городе Люденшайд избили Малезаева. По данному факту возбуждено уголовное дело. Можно представить, что было бы с ним в случае депортации его в Россию.
27 марта 2019 года путинские боевики пытались похитить Малезаева, но ему удалось вырваться из рук похитителей. Нет сомнения, что сегодня миграционные власти Германии действуют в соответствии с действующим законодательством. Также не приходится сомневаться в том, что 80 лет назад сборжеское выдворение, акция насильственного выдворения из Германии польских евреев в октябре 1938 года не нарушала закон. Но право подразумевает не только следование букве. В законе должен быть учтен также и дух, то есть смысл, вкладываемый законодателем. Иногда исполнение буквы закона может не совпадать с духом, с теми целями, достижения которых ожидалось от его исполнения. Римский юрист Павел говорил буквально следующее: «Поступает против закона тот, кто совершает запрещенное законом. Поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слово закона, обходит его смысл». Соответственно, налицо нарушение Конвенции против пыток от 10 декабря 1984 года, в которой в статье 3 гласит: «Ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать, рефоулер или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток и тем более смерть». Также странами ЕС, в том числе и Германии, при выдаче так называемого террориста нарушается статья 5 Всеобщей декларации прав человека и статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах, обе из которых предусматривают, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Идет попрание также декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятая Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1975 года. В оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, в том числе за мысли преступления, преследуются ФСБшной бандой кадыровцы, которая состоит из коллаборантов и имеет внешние признаки административной власти, но полностью управляется отделом ФСБ по Чеченской Республике и администрацией президента Российской Федерации. Также, но в мягкой форме, гнету подвергаются люди и в России. Только лишь из-за выхода на митинг в Германии вызываются родственники для профилактических бесед, а в случае повторных посещений митингов, то родственники подвергаются пыткам. Поэтому чаще всего участники митингов пытаются не попадать в объективы фото и видео, или же просто не посещают такие мероприятия. Стоит отметить, что принцип коллективной ответственности не самодеятельность коллаборантов, а законные методы оккупационных российских властей. В 2004 году, выступая в Государственной Думе, прокурор Российской Федерации Владимир Устинов санкционировал захват в заложники родственников всех несогласных с оккупацией нашей страны. Его в этом поддержал директор ФСБ Николай Патрушев. В этом не было ничего необычного. С 1994 года, то есть с начала Первой российско-чеченской войны, практика захвата родственников, их пытки и убийства была широко распространена. Данное предложение просто узаконивало подлые методы ведения войны, прямо запрещенные международным правом. В течение последних 2 лет мировое сообщество стало обращать внимание на факты серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека в Чечении. Была создана независимая экспертная группа от ОБСЕ, в которой есть представители от ФРГ, которая занимается выявлением фактов нарушения прав человека в России, так называемый «Московский механизм». 30 августа 2018 года заявлением от имени следующих государств-участников: Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии выступил профессор Вольфганг Бенедек. Им было сообщено о имеющейся у него информации о несудебных казнях 27 мужчин в Грозном в январе 2017 года. Ни одному из этих мужчин не было предъявлено официального обвинения в совершении преступления.
а также было сообщено о других тяжких преступлениях. Информация имеется на официальном сайте ОБСЕ. Стоит отметить, что со стороны администрации президента Путина идут попытки препятствования по расследованию фактов нарушения прав человека, что уже давно не является чем-то удивительным. Также стоит отметить, что факты, которые имеет комиссия ОБСЕ, ничтожно малы. После 2 кровопролитных войн, а по факту геноцида граждан Ичкерии на глазах всего мирового сообщества, в которых погибло около 300 тысяч граждан Ичкерии, среди которых 42 тысячи детей, в Чечении установлен диктаторский режим, который можно сравнить лишь с периодом сталинского большого террора. Чеченскими правозащитниками и демократическими общественными деятелями 23 февраля 2018 года было подано заявление в Международный уголовный суд в Гааге на военное и политическое руководство России, обвиняя их в геноциде, преступления против человечности, в военных и других тяжких преступлениях. На сегодняшний день граждане временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия являются самыми ущемленными в правах людьми в Европе, а возможно и в мире. Я призываю власти Германии остановить выдачу граждан Чеченской республики Ичкерия в путинскую Россию, создать инициативную группу из правозащитников и общественных организаций из числа мигрантов для выяснения обстоятельств и реальности угроз для каждого депортируемого. В ночь со 2 на 3 августа 2019 года в российской тюрьме был убит, предположительно отравлен, Юсуп Темирханов, осужденный за убийство военного преступника Юрия Буданова. Это был подарок ко Дню десантника 2 августа начальнику воздушно-десантных войск России Владимиру Шаманову, который обвиняется в массовых убийствах и других нарушениях прав человека в Чечении и являлся другом и непосредственным начальником Юрия Буданова во время Второй российско-чеченской войны. Случаев убийств чеченцев в российских тюрьмах, получивших огласку, большое количество, а пытки и унижения – обычная каждодневная практика, но еще больше случаев не становится достоянием общественности. Наряду с этим я не утверждаю, что выдворение всех противоречит смыслу закона и что угроза реальна для всех без исключения. Среди беженцев есть и мнимые беженцы, а также осведомители, сотрудничающие с российскими властями. И все же лучше оправдать 10 виновных, чем осудить одного невиновного. Со всей ответственностью заявляю, что в сегодняшней России не соблюдается принцип справедливости и не соблюдаются права человека. Я обращаюсь также ко всем гражданам Германии, Европы и США, общественным и религиозным организациям, правозащитникам и журналистам помочь остановить выдачу людей в Россию на пытки и смерть. 10 апреля сего года стало известно о судьбе еще одного беженца, которого отдала на пытки и смерть Германия. В СИЗО Владикавказа к уроженцу Ингушетии Тимуру Арцхоеву, арестованному после депортации из Германии, не допускают адвоката. Как адвокат ответственно заявляю, что Тимур Арцхоев подвергся пыткам, и только лишь, чтобы скрыть сей факт, Тимур не пускает его защитника. Прошу правозащитные, общественные организации и государственные органы Германии взять под контроль дело Тимура Арцхоева. Обращаюсь к соискателям убежища и политэмигрантам, уже имеющим статус беженца. Не ждите, пока постучат в вашу дверь и отправят в путинскую Россию. Я понимаю, привыкшие к абсолютному произволу со стороны России, многие потеряли веру в международные правовые нормы, которые в России носят всего лишь декларативную форму и полностью дискредитированы. ФРГ является страной отличной не только по форме, но и по содержанию, в принципах соблюдения прав человека. Нам нужно лишь донести эту правду общественности. И все рассуждения и слухи, что имеет место быть сговор против чеченцев между Германией и Россией, являются фантомными и носят провокационный характер. Отстаивайте свои права в рамках закона. Объединяйтесь. Адвокат, правозащитник Аслан Арцуев, Германия, Гамбург.